Продолжая цикл экскурсий, посвященных Дню памяти и скорби, 22 июня, начала Великой Отечественной войны, мы сегодня поговорим о восстановлении народного хозяйства в Советском Союзе, восстановлении страны после войны. Как вы знаете, что эта война принесла колоссальные разрушения для нашей Родины. Это людские потери, это уничтожение промышленных объектов, городов и сел. Если, например, взять статистику, то там титанические цифры. Да? Вот это 27 миллионов людей, погибших во время Великой Отечественной войны, 1700 городов разрушенных, 70 тысяч сел и деревень были полностью дотла разрушены. И мы сегодня будем говорить в этом зале конкретно про восстановление страны после войны. Мы будем говорить о тех людях, которые непосредственно участвовали в возрождении страны из руин. Да? Это были наши дедушки, это были наши бабушки, прадедушки, прабабушки. Каждый человек, который жил в ту эпоху и дожил до нас, они говорят о том, что, некоторые отмечают, да, то, что эта война — это тяжелый труд. Это солдатский труд, это раз. Во-вторых, это тяжелый труд в тылу. И надо понимать о том, что после войны, война заканчивается, это не праздник, это еще ветераны, они понимали о том, что и жители Советского Союза понимали о том, что будет воссоздавать все это заново, практически с нуля, потому что во время Великой Отечественной войны экономика перешла на военное производство. И сейчас надо было сделать так, чтобы страна вернулась в мирное русло. Если посмотреть этот стенд, тут можно увидеть, можно подойти поближе, да? Посмотрите, вот здесь у нас основные моменты. Можно посмотреть, да, вот, переход к мирной жизни, решение социальных проблем. То, что я когда привел статистику о разрушенных деревнях, это дома, это дворы, это места, где люди жили, работали, они превратились в руины, да, вот в таком формате. Восстановление промышленности, восстановление городов, социальные какие-то адаптации демобилизованных воинов. Надо отметить о том, что с 45 по 48 год мы говорим о том, что демобилизировалось тоже по нашим меркам современным, да, тоже колоссальное число людей. Например, с 11 миллионов человек армия сократилась к 46 году, 48 году до 2 миллионов человек. Да, то есть это огромная цифра. Их надо было как-то возвращать к мирной жизни. И, например, если посмотреть историю каждой семьи, те солдаты, те ветераны, которые вернулись в 1948 году, они ушли воевать в 1944-1943 годах, в 1945 году они служили, и солдаты, они помогали восстанавливать города, да, вот, строили дома, возвращали экономику в мирное русло, в промышленности, например. Многие вернулись с какими-то гражданскими специальностями, например, корочками, там, печники, маляры, столяры, в таком формате. Если посмотреть, да, посмотрите, пожалуйста, еще раз, да, вот. Социальная адаптация демобилизованных воинов. Надо посмотреть. Вот фотография очень наглядная. Вот. Главной проблемой для Советского Союза стало то, что как военнослужащие должны вернуться к мирной жизни. Да? Вот с 11 миллионов до 3 миллионов домой вернулось 8 миллионов человек. Если брать Республику Саха-Якутия, это 8 республик Саха-Якутии, да, если брать. Многие ушли на войну без образования, например. Многие ушли на войну без специальности. И мы говорим о том, что главная задача страны была подготовить людей, дать им профессии. Какие профессии? Рабочие профессии. Почему? Потому что восстанавливать страну из руин — это было только под силу тем людям, которые работают именно в сфере промышленности. Ставка была сделана именно на промышленность, тяжелую промышленность, восстановление заводов, восстановление фабрик. Вообще в Советском Союзе легкая промышленность, то есть пищевая, текстильная промышленность, она финансировалась, скажем так, по остаточному принципу. Здесь в этом слайде, в стенде мы видим, к чему привела работа наших с вами дедушек, прабабушек, прадедушек, тех людей, которые трудились в те времена. Вот я как и сказал, да, вот приоритет был поставлен именно в тяжелой промышленности, энергетике.
Мы говорим о том, что во время войны и довоенное время в Якутии, например, электричества как такового было только в нескольких городах. Да, вот. А сейчас у нас начинается вот именно электрификация. Появляется новый стиль в архитектуре, да, вот сталинский ампир. Да, вот такой до сих пор. Вот Москва, она славится тем, что там огромные высотки, которые до сих пор, здание МГУ, например. Да. Мы говорим о том, что появляются удивительные проекты. Например, вот здесь очень красиво прописано план преобразования природы, как мегапроекты. Это мирный атом. У нас, например, начинаются вот проекты повернуть реки вспять, спахать степи от горизонта до горизонта, да, именно какие-то вот новые города, новые системы природные, например, да, это уже появляется именно в этот период. Вопрос, почему? Почему вдруг страна начала ставить себе такие глобальные задачи? Вопрос такой, почему вдруг страна, которая потеряла колоссальное количество людей, урон экономический, социальный, наука практически остановилась, да, как говорится, да? Но вдруг мы говорим о том, что Советский Союз стал первым государством, которое запустил спутник, первым государством, которое запустил человека в космос. Вопрос, как это вот, да, вот из-за чего? Мы с вами, тут, конечно, это идеология, это раз, во-вторых, это плановая экономическая система или директивная экономическая система. Мы говорим о том, что Советский Союз у нас имел четкую регламентацию экономической жизни, можем говорить, да. Но сейчас, с высоты нашего времени, надо отметить о том, что все-таки это были люди, да, это трудовой подвиг, трудовая инициатива людей, которые жили в эту эпоху. Например, вот здесь очень красиво прописано, да, поколение победителей. Вот именно наши деды, бабушки, прабабушки, прадедушки, это именно то поколение, которое мы называем поколение победителей. То есть представьте себе такую картину. Школьник сидит на школьной скамье, ему 16-17 лет, он хочет повторить подвиги своего отца, поехать бить фашистов на поле боя. Он еще параллельно работает на заводе, например, да, и вдруг, ну хорошо, конечно, да, вот заканчивается война, и вот тот вот энергия, которую он копил для того, чтобы показать себя, заслужить какую-то вот, как сказать-то, одобрение своих друзей, своего, и самого себя, лично себя, потому что вот что я сделал для своей страны, да, вот главный вопрос был такой момент. И вот эту энергию молодых людей государство направляет именно на великие большие стройки. Там, восстанавливать города, улицы, заводы, фабрики, колхозы, совхозы. Люди начинают, вот солдаты, когда возвращаются из войны, они начинают учиться, вот, да, вот, чему-то новому, получать высшее образование, учить каким-то новым, открывать какие-то новые горизонты. И это привело к тому, что мы говорим о том, что да, вот, человек полетел в космос, это колоссальное напряжение всей экономики, структуру государственной. Да. Здесь в этом слайде можно посмотреть, в этом слайде показано создание ядерного щита. Повторимся еще, да, то, что в 1945 году в августе месяце был взорван ядерные бомбы американцами в Хиросиме и Нагасаки, и уже мир перестал быть простым, где можно было решать какие-то вопросы с помощью армии и войны. Потому что такое атомная бомба? Атомная бомба — это когда за несколько секунд можно уничтожить целые армии. Да, вот такой формат. Естественно, это меняет уже совсем по-другому мир. Советский Союз, как победитель в этой войне, входит в мировое сообщество как сверхдержава. Армия, вот, слышали, да, цифру, 11 миллионов человек, опытных бойцов. И тут появляется еще ядерное оружие. И в Советском Союзе стал главный вопрос, что делать дальше, как быть. И экономика была направлена, почему именно на тяжелую промышленность? Тяжелая промышленность — это все-таки ВПК, военно-промышленный комплекс. Здесь у нас создается ядерный щит, у нас работает программа ракетно-космических проектов, работа Королева. И вопрос, почему вдруг, это же подготовка к какой-то войне, да, например. Мы с вами говорим о том, что начинается холодная война. Холодная война начинается буквально, ну, чуть ли не с конца Второй мировой войны.
В 1946 году в Фултоне Черчилль использует термин «железный занавес», что вот мы, англосаксонский мир, должны противостоять натиску Востока, коммунизму, идеологии. Да? Это у нас привело к тому, что у нас начинается противостояние двух сверхдержав, двух блоков: коммунистической идеологии, капиталистической идеологии Запада и Востока. Вот можно здесь это видеть, да, вот противостояние в Корейской войне. Вот первая вспышка холодной войны — это противостояние в Корейской войне. Эхом это доходит до нас. Это Южная Корея, это Северная Корея. Борьба за сохранение интересов СССР в мире. Было сказано Черчиллем о железном занавесе, да, то есть это уже было практически сказано о том, что вот есть мы и они. Вот мы хорошие, они плохие. В таком формате. Да? СССР, как страна-победительница, находится во главе социалистического мира, страны ОВД, Организации Варшавского договора. Здесь можно посмотреть в этом зале, ну, зал такой очень интересный, да, в конце я покажу очень такие два таких, проекции, скажем, да, вот, которые показывают именно ту эпоху, да, вот, почему это великая эпоха поколения победителей, да, вот. То есть люди были горды, вот самосознание людей было на самом высоком уровне, и это вот именно человеческий фактор дал возможность совершать невозможное. Буквально за 4 года, за одну пятилетку мы говорим о том, что страна, Советский Союз, восстановилась из руин. Западные специалисты говорили о том, что Советский Союз может восстановиться. Ну, был вопрос, когда Советский Союз станет нормальным государством, когда вот экономика вернется в былые показатели, да, вот 30-х годов 20 века. Западные специалисты сказали о том, что в течение одной поколения, 25 лет, плюс-минус, да, вот 5 лет. Но однако наши с вами дедушки, бабушки, прадеды, прабабушки, они показали о том, что вот их колоссальный труд, титанический труд, да, вот, эпохальный труд привел к тому, что страна восстановилась буквально за 4 года. Пример простой, это в 1949 году в Москве начинает отменяться карточная система, продукты начинают продаваться, как говорится, за живые деньги, да, вот, и начинается по всей стране вот так возвращаться. Но не надо говорить о том, что мы начали жить хорошо сразу же, да, вот по щелчку. Конечно, было огромное количество инвалидов войны, было огромное количество социальных проблем, это сироты, например, да, которые остались после войны без родителей. Голод все равно в каких-то отдаленных местах он существовал, но именно страна уже чувствовала, что все, это мирный труд, это мир. Уже не зря же говорят, да, вот поднимали тосты, там, ну, чтобы не было войны, чтобы было мирное небо. Вот самый главный момент. И наши дедушки, бабушки, например, они постоянно работают. Вы, наверное, никогда не видели, да, чтобы они вот или сидели без дела, или там ничего не делали. Да? Вот это их поколение, которое выросло в тяжелом труде. И, например, если разложить эти 4 года по времени, да, здесь можно увидеть хронику событий. Вот 46-й год как раз, да, вот. Отменен 1 января 1946 года отменен военный налог с населения. Военный налог с населения. Начинаются выборы, вот опять, да. Создание отечественного ракетостроения 13 мая 1946 года. Это уже война, у нас люди даже некоторые солдаты еще не демобилизовались в это время. Серийное производство гражданских автомашин начинается. Мы говорим о том, что, вот помните, я вам говорил про голод, да? 46-47 год, это был вот год, когда народ еще голодал, и наши дедушки, бабушки говорили о том, что вот до сих пор мы помним, да, то, что все время, война — это все время голод, это вот тяжелый голод, все время думаешь о еде, например, да, и мой дед, например, говорил такую вещь: Айтал, если ты не поел хлеба за столом, значит, ты не поел, ты обязан есть хлеб, например. Ну, сейчас совсем другое время, да, вот, люди отказываются от мучных продуктов, но в то времена это хлеб был единственный продукт, который доступный и мог поддержать здоровье людей, чтобы они восстанавливали государство. Первые спортивные мероприятия после войны, это 46-й год, это 46-й год. Институт атомной энергетики. Помните, я вам говорил про то, что вот солдаты, когда вернулись обратно, они пошли учиться. Вот в таком формате.
Строительство высотных зданий в Москве. Вот 13 января начинается уже строительство высотных зданий. Давайте пройдем, я вам покажу. У нас есть тут очень интересный момент. Вот здесь у нас проекция. Сталинские стройки. Любой человек, когда приезжает в Москву, в центр Москвы, он видит вот эти здания. Тут представлены те здания, которые были в проекте, не построенные, и те проекты, которые уже работают до сих пор и стоят, например, да. Давайте посмотрим. Вот, здание Министерства иностранных дел, да, вот такое. Видите? Оно до сих пор стоит, работает. Вот именно вот это. Этот стиль называется очень красиво сталинский ампир. Вот очень красивое здание, если посмотреть вблизи, просто дух захватывает. Давайте еще посмотрим, что у нас, например, здесь. Например, возьмем, так, открывает здание МГУ, Московский государственный университет. Он был построен в рекордные сроки к своему времени. Такой колоссальный дом. Высота доходила до 183 метров, 183 метра, огромные, просто несколько кварталов, можно сказать, да? Ну, со шпилем, говорят, 240 метров, да, высота. Так вот, это здание было построено всего лишь за 4 года. То есть, представляете себе, да, вот огромные колоссальные здания. Все, кто был в Москве, видели здание МГУ. Вот этот дом был построен, здание, ну, это не дом, это здание. Это здание было построено буквально за 4 года. Да, вот. Это сталинский ампир. Есть еще очень такие интересные у нас здесь в парке интересные проекты, которые, ну, не реализовались, да. Это вот, если посмотреть, да, вот это дворец Советов. В Ютубе можно посмотреть, в интернете можно посмотреть, да, что за дворец Советов. На месте храма Христа Спасителя. Вот такое вот здание, да, вот колоссальное. И там наверху у нас памятник Ленину. Да. Пройдемте дальше. И заканчивая, скажу такую вещь, то что восстановление страны, опять же, было вот за рекордные сроки. Пункт первый – это был героизм, гражданский героизм наших предков, бабушек, дедушек. Это была инициатива, трудовая инициатива, желание вести мирный образ жизни. Потом идет такое понятие, как это само понятие, да, вот директивная экономическая система. Это когда государство, ну, это плохое слово, конечно, да, но государство тотально контролировало экономику, директивная система, плановая система. Надо еще отметить о том, что именно в то время были заложены основные моменты, как сказать-то, минусов экономической системы Советского Союза. Это есть такое понятие, как интенсивное и экстенсивное развитие экономики. Да? Вот интенсивное — это когда начинаются какие-то вот горизонтальные, да, вот новые изобретения, новые какие-то подходы, методы, приемы в работе. А экстенсивные — это у нас, когда у нас начинает расширяться. То есть появляются новые города, новые заводы, новые нефтяные скважины, то есть расширяется вширь. И когда стал вопрос в Советском Союзе, как быть дальше, выбор был сделан именно вот на экстенсивный, то есть вширь. Не на качество, а на количество, да, в таком формате. Здесь, заканчивая, хочу сказать о том, что идет такой вот сталинский проект преобразования природы. Сейчас экологи говорят, что это просто могло принести неоднозначным результатом, экологи, да, то, что когда осушаются моря, когда реки вспять отправляются, например, сибирские реки должны были направлены обратно вспять в южные степи, например, да, вот центральноазиатские. Ну, никто не знает, к чему бы это привело, но мы говорим о том, что, да, вот реально ставили такие гигантские задачи, и я уверен на 100%, что если бы, например, государство сказало бы, давайте сделаем так, народ пошел бы и сделал бы это, потому что, еще раз повторяю, это было поколение победителей, им по плечу было все. Вот на этой ноте я хочу закончить нашу экскурсию, да, и, естественно, я забыл момент,
Конечно, тут играет роль еще и культ личности Сталина, эпохи Сталина. Это сталинская эпоха. Вот здесь, например, вот этот зал у нас заканчивается вот таким стендом о роли Сталина в экономике, вообще как и в политике. Но это уже другая история, да, это уже другой момент. Мы сегодня говорили о восстановлении страны после войны.